Крымский ресурсный центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия Мерем-Кале «Крепость Марии» провел первую международную конференцию «Домашнее насилие. Реалии и перспективы». В ней приняли участие спикеры не только из Крыма, но и Германии, Канады, Казахстана. Юристы, психологи, тренеры, социологи, гинекологи обсуждали проблему домашнего насилия. Идея витала у нас давно в Крыму, среди нашего профессионального сообщества, среди моих коллег, юристов, психологов, просто волонтеров, общественных деятелей. И, в принципе, это все возникло из нашей профессиональной деятельности, когда женщина обращается за юридической помощью, и в период с ней нахождения в контакте, общения, выясняется, что за элементарным разводом, за алиментами стоит вот именно абьюзивное отношение, которое портит очень сильно жизнь женщины. Насилие в семье на том или ином уровне существует во всех странах мира. Без предупредительных мер и надлежащего реагирования оно неизбежно нарастает и приводит к трагическим последствиям. Почти 2/3 женщин, убитых в России за 10 лет, стали жертвами домашнего насилия. Но несмотря на пугающую статистику, Российская Федерация очень толерантно относится к домашним тиранам. Очень большая тайна, к сожалению. Да, насколько мы знаем, к сожалению, Россия и Азербайджан – это два государства в Европе, в Европейском Союзе, которые не приняли законодательство о противодействии домашнему насилию. Чем это обусловлено? Наверное, неоднократно это звучало с трибун Государственной Думы и от отдельных политиков о том, что если бьет, значит любит. И не надо на этом делать акцент внимания. Хотя, как показывает статистика, каждая третья женщина прошла через абьюзивные отношения. Писатель Ленора Сейт-Османова когда-то прошла через ад домашнего насилия, сложный развод и борьбу за детей. Именно дети и близкие помогли ей выйти из абьюзивных отношений. У меня было два момента. Да, это было окружение, то есть это были люди, которые мне помогали увидеть мою ценность. И второе – это мои дети, как я сказала, которые помогли понять, куда мне нужно двигаться для того, чтобы они не повторили мой сценарий, особенно дочь. Да, что я увидела, что если я останусь в этих отношениях, то есть вариант, что она будет строить свои отношения так же. Психолог Зера Бекирова считает, все события в нашей жизни – это наше отражение. Есть такое известное высказывание о том, что все, что вы видите во мне, это ваше, а мое – это то, что я вижу в вас. Поэтому можно предположить, что мир – это белый экран, а человек является проектором того, что он транслирует на этот белый экран. То есть мир, он по отношению к человеку абсолютно нейтрален. Мы в этом мире видим лишь то, что есть внутри нас. Как же так происходит, если я человеку скажу, что это ты являешься причиной того, что в твою жизнь пришло это обстоятельства? Конечно же, человек задумывается, говорит о том, что это невозможно. Я такой белый, пушистый, я очень замечательный человек, я рос в хорошей семье. И как такое произошло, что я притянул в свою жизнь абьюзера? Тогда мы поднимаем вопрос о трансгенерационном поле, который открыл Лафорг, французский психиатр. Он говорит о том, что есть такое понятие, как передача информации из поколения в поколение. Та информация, которая была прожита нашими предками, а это 128 человек прямых предков, стоящих за нашей спиной, они формировали нашу внутреннюю законодательную базу. И на момент рождения человек уже унаследует эту законодательную базу как чип, как файл определенных программ, которые мы прожили, и под эту программу начинает формироваться его реальность. Ислам против всякого насилия. Однако некоторые мусульмане стараются находить оправдание агрессии и жестокости, ссылаясь на религию. Нет права у одного человека бить другого человека. Нет права у одного человека унижать другого человека. Есть другой вопрос, который неправильно понимается. Вы можете терпеть. Вы имеете право занять такую позицию, как сегодня нам говорили. Я полюблю своего абьюзера, я напитаю любовью недолюбленного волчонка, и он станет прекрасным любящим мужем. Пожалуйста, это ваша жизненная позиция как мусульманки, если у вас хватает психического ресурса на это, и богобоязненности, и упования на Бога. Пожалуйста. Но вопрос, есть ли у вас обязанность так себя вести? Нет, такой обязанности нет. Кто заявляет об этой обязанности, тот не знает свою религию, и поэтому ислам – это религия, которая прежде всего призывает нас защищать свои права, чувствовать свое достоинство, чувствовать свою ценность. Наш пророк, он пришел, чтобы возродить жизнь, чтобы напитать жизнь любовью.
Он не пришел, чтобы убивать, насиловать и подавлять. Он пришел для того, чтобы жизнь цвела и благоухала. И все, что этому противоречит, все, что этому противоречит, это патология, это аномалия. Среди гостей конференции были и мужчины. Они также отмечают важность и своевременность обсуждения темы домашнего насилия. Действительно, психологическое, физическое, сексуальное насилие, его достаточно много, просто о нем не говорят, и поэтому вот это вот движение наверх, движение к тому, чтобы искоренять это зло в той или иной форме, это в принципе путь к цивилизации. Поэтому считаю, что если крымско-татарский народ сделал этот шаг, это очень прогрессивно. Для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, в Крыму создали ресурсный центр Мерьем-Кале, крепость Марии. Женщинам будут помогать юристы, врачи, психологи. Они призывают помнить, что личная неприкосновенность и безопасность является неотъемлемым правом любого человека. Бьет – значит любит – это самообман. Бьет – значит беги, говорят специалисты.